Таджики в ожидании того, что вот-вот разбогатеют. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, на что талибы дали добро, а в Душанбе окончательное решение еще не принято. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Сотни жителей северных провинций Афганистана занимаются добычей золота на берегу реки Амударья, Пяндж. Руководство движения «Талибан» разрешило им заниматься золотодобычей. Власти Таджикистана также обещали позволить добычу драгоценного металла на таджикском берегу этой золотоносной реки. Однако правительственного постановления до сих пор нет. После захвата власти в Афганистане радикальным движением «Талибан» на берегу Амударья от провинции Бадахшан до провинции Тахор появились сотни новых точек по кустарной добыче золота. Жители афганских сел говорят, что добытых драгоценных металлов и камней хватает на жизнь. Однако сколько золота добывается на берегу Амударьи гражданами Афганистана, неизвестно. Однако живущие на берегу Пянджа жители Таджикистана не имеют разрешения на золотодобычу. Базрали Адиназода, глава хукумата Хамадани Хатлонской области, говорит, что вопрос добычи золота связан с ситуацией на таджикско-афганской границе. Таджикистан и Афганистан имеют общую границу протяженностью 1344 километра. Как вы думаете, власти должны разрешить это? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Я работаю главой района с 2018 года. В 2019 году к нам прибыли представители какой-то китайской компании, которые хотели заниматься добычей золота на берегу реки Пяндж. Однако по какой-то причине так и не построили свое предприятие, говорит собеседник. Вопрос о добыче золота жителями приграничных районов на берегу Пянджа был обсужден на заседании правительства Таджикистана в конце прошлого года. Однако окончательного решения по этому вопросу все еще не принято. Пяндж – золотоносная река. Жители Афганистана уже давно занимаются добычей этого драгоценного металла на том берегу. Если будет принято постановление правительства, этой работой могут заниматься и жители наших приграничных районов, говорит глава хукумата района Хамадани. В Таджикистане в 2020 году власти разрешили частным лицам добывать цветные драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. После этого тысячи граждан оставили трудовую миграцию, в которой пытались заработать на жизнь, и занялись золотодобычей в Хатлонской и Сагдийской областях. За прошедшие 1,5 года более 3500 таджикистанцев получили в Минфине разрешение на кустарную добычу золота. Многие добытчики начинают работать на самодельных приспособлениях, а после первых заработков закупают уже специальную импортную технику. Добытые драгоценные металлы и камни старатели обязаны продать государственному хранилищу ценностей при Минфине или промышленным предприятиям, которые имеют лицензию на переработку недр. В Таджикистане крупинки золота усыпаны вдоль реки Заравшан, Пяндж, Каварнихан, а также рек горного Бадахшана. Статистика о добыче и переработке цветных и драгоценных металлов и камней властями Таджикистана не обнародуются. В горно-рудной отрасли Таджикистана уже давно доминируют китайские компании. Наиболее крупная среди них китайско-таджикская компания по добыче золота Заравшон, где 70% акций принадлежит китайской компании. Как вы относитесь к тому, что китайцы добывают, по сути-то, наше золото и зарабатывают на этом, хотя это мог вполне сделать Таджикистан, но так как распределять доходы у нас не умеют, то все, что только выгодно, у нас забрал Китай. Как вы к этому всему относитесь? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!